Ашкабек Майдунович, ко мне обратился Национальный альянс бизнес-ассоциаций с просьбой обратить внимание на крайне острые вопросы регионального бизнеса. В октябре и ноябре 2017 года представители ассоциации проводили встречи в регионах страны с предпринимателями на местах для выявления системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства. И одной из актуальных проблем, которые они выявили у предпринимателей Таласской области, является экспорт фасоли в третьи страны. Талас обладает сильным экспортным потенциалом, мы все знаем фасоли на международных рынках. На сегодня предприятия Таласской области экспортируют отечественную фасоль в порядка 20 стран мира. Однако существует ряд существенных проблем, препятствующих максимальной реализации экспортного и инвестиционного потенциала региона, так как налоговое администрирование экспортеров фасоли крайне обременительно. Согласно пункту 14 статьи 348 Налогового кодекса, перечень видов сельскохозяйственной продукции, подлежащих экспорту на условиях обязательного патента, определяется правительством Кыргызской республики, но почему-то фасоль в этот перечень не попала. Так как фасоль является сельхозпродукцией, необходимо рассмотреть вопрос о включении в установленный перечень фасоль как сельхозкультуру с правом использовать специальный налоговый режим обязательного патента. Также протокольным решением Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве Кыргызской республики от 10 сентября 2015 года было поручено Социальному фонду обеспечить прием от населения социальных платежей через любые коммерческие банки страны. Секретариат бизнес-ассоциации провел мониторинг коммерческих банков на предмет приема социальных платежей у населения, но результаты мониторинга показали, что протокольное поручение Совета по развитию бизнеса и инвестициям не выполнено. Данная проблема приводит к сокращению поступлений в госбюджет, создает необоснованные барьеры для субъектов предпринимательства и затягивает процесс развития безналичных платежей через терминальную или иную сеть. В связи с этим просьба о содействии делегирования правительством Кыргызской республики, Министерству экономики и Министерству финансов права на подписание со всеми коммерческими банками и платежными системами трехстороннего соглашения о приеме платежей с физическими и юридическими лицами на бессрочный период. Пожалуйста, этот вопрос очень внимательно проработайте, посмотрите, пожалуйста. Спасибо, Асель Союзбековна.